Друзья, я вас всех приветствую, ассалям алейкум, меня зовут Артем, и в этом выпуске я хотел бы поговорить про ингушский орнамент, который первый раз я заметил, когда посетил горную часть Республики Ингушетию, колыбель всех ингушей, Джераский район. И этот орнамент я увидел как раз-таки на высоченных, гордых, величественных ингушских башнях. А еще чаще я стал замечать ингушский орнамент на коврах, когда приходил кому-то в гости, либо на коврах в кафе, ресторане, музеях. Эти ковры, они сделаны из войлока, и на них наносился тот самый ингушский орнамент. Я думал, что это просто узоры, но ошибся. И вот из этого выпуска вы узнаете, как я побывал в гостях в Назране у семьи Матиевых, и Хава рассказала мне, как рукодельница, во-первых, как делаются ковры из войлока, и как наносится орнамент, и в целом, что это обозначает. Поэтому, если вам интересно, то прямо сейчас с вас подписка, лайк и колокольчик. Нажмите на него обязательно, чтобы не пропускать мои следующие выпуски. Пишите комментарии внизу под этим видео. И если вы хотите поддержать мой канал, либо у вас есть ко мне какие-то предложения по сотрудничеству, либо рекламе, то мой электронный адрес также указан в описании под этим видео. Но сейчас никуда не уходите, обо всем и по порядку. В словаре Даля дано определению слову орнамент как украшение, которое близко к понятию узор. А узор — это сложное переплетение, живописное расположение чего-либо, представляющее собой сочетание линий, красок и теней. И у каждого орнамента есть своя расшифровка и обозначение. К примеру, то, что я увидел на коврах из войлока в Республике Ингушетия, очень часто обозначает мировое древо. Ингушское мировоззрение о мире в орнаментальном искусстве представляется нам в образе священного древа, символизирующего 3 измерения в 3 проекциях. Стержнем создания мироздания мыслилось гигантское дерево, корни которого уходят в нижний мир, а ветви в верхний. Мотив мирового древа, древа жизни, является центральной композицией большинства узорных войлоков. Вы знаете, я сразу хотел бы начать этот выпуск с книги, которую я увидел у Хавы. Она ее принесла. Именно из этой книги Дзауровой «Ингушский национальный орнамент» я узнал про историю ингушского орнамента и стал про него говорить. И всю информацию я взял как раз-таки вот из этой книги. Очень здорово, что Хава ее принесла. И вот мы сегодня с Хавой, будем, точнее даже не мы, а Хава будет рассказывать про историю ингушского орнамента, потому что все вот эти рисунки и узоры, они просто так, как мы выясним, даже из книги, это замечательно. Мы начнем, наверное, с самого главного, это с войлока. В целом, как делается вот такой вот ковер? Берется моток шерсти, килограмма 2, и раскладывается, сейчас примерно покажу. Хава, расскажи, где ты этому научилась? Я обучилась в ассоциации «Истинка». Я обучалась примерно 2 месяца, уже 2-й год занимаюсь. Вот мне еще интересно, примерно, раз ты этим увлекаешься, занимаешься, это твое хобби, это очень здорово, и я считаю, что каждая девушка, женщина все-таки должна заниматься, рукоделием, это важно, тем более вы ингушка. Как давно ингуши занимаются рукоделием? Я, конечно, в статье об этом писал, но сейчас хотелось бы на видео. Еще с древности занимались, было именно развито ковроткачество, потому что был развит мелкорогатый скот в горах. И было много шерсти, естественно, приходилось еще куда-то девать, поэтому делали ковры. Каждая девушка должна была уметь это делать в любом случае, потому что в приданое ковры себе девушка должна была делать сама. Примерно 2 года уходила на это, то есть девушку сватали, за 2 года она делала себе ковры в приданое и потом уже выходила замуж. Вот я разложила, примерно вот так раскладывается в несколько слоев. Из какого, это шерсть получается? Это овечья шерсть. Овечья шерсть.
раскладывается несколько слоев по размеру. Мгм. На 20 сантиметров больше, чем должен быть сам ковер, потому что она садится потом. Мгм. Вот, раскладывается, потом наверх поливается кипятком с хозяйственным мылом. Все это равняется, потом заворачивается в трубу. Мгм. Так лежит какое-то время, потом этап валяния. Мгм. Валяется ковер с 4 сторон, 4 этапа. То есть сначала с одной стороны заворачивается, Мгм. так валяется 15 минут, потом с другой тоже 15 минут, и вот так вот по очереди. Потом 20 минут, 25 минут. То есть постоянно переворачивается и валяется. Таким образом эти волокна скрепляются между собой, и вот получается как-то так. Да. А я вот видел только, да, подобный ковер в башне Согласия в музее на первом этаже. Там есть как бы, ну, имитация ингушских башен. И вот одной из комнат висел там красный ковер. Еще в кафе, в ресторанах встречаю. Редко я, честно скажу, ни разу не встретил дома такой ковер. Почему ни у кого нет? Потому что уже это забывается, и мало кто вообще это делает. Я просто хочу объяснить. Покажи. Вот такой ковер, он в каждом доме. Он и у моей мамы есть, и есть еще и на стене. И я в детстве, когда был дома, да, в моем тоже ковер, около, где я спал, кровать, ковер. То есть, в принципе, у ингушей также было. Вместо только такого ковра был вот из войлока. А сейчас это куда-то исчезло и Сейчас пропало. просто их в основном делают для подарка. Мгм. Дома уже обычно никто не пользуется. Вот на каждом ингушском ковре из войлока есть те самые орнаменты. Это не просто узоры, Да. рисунки, это настоящие У каждого ингушские села, у орнаменты. каждой Да. семьи был свой орнамент, и там были определенные смыслы. Допустим, бывали ковры послания. Они бывали как предостережение для обреков. Мгм. Их вывешивали в селах, когда на обрека готовили засаду. Они были преимущественно в красных цветах и с такой ключеобразной формой. То есть, чтобы предостеречь обрека. Или же наоборот, что опасности нету. Такие ковры. Вот. А вот ты, Хава, говорила про красный ковер, просто вот глаза. А можно рассказать, вот возьмем небольшой, что это значит? Вот именно этот орнамент. Это не цельный орнамент, это просто элемент с орнамента. Элемент. Просто вот я из той же книги Эдзауровой увидел орнамент, называется ангушт. То есть Да, почему так называется? Ну, Это Ангушт, это мгм. село, Мгм. а орнамент это села Ангушт. То есть у каждого села же был свой орнамент. Вот это Ангушт. Это примерно как вот у каждой республики, края, области есть свой флаг. Да. Да, вот у каждого, получается, селение в Ингушетии, да, на территории, был свой орнамент. Правильно? Мгм. Девушки еще могли придумывать свои орнаменты, то есть складывать туда свой уже определенный смысл. Есть еще такая история, девушку выкрали, ингушку, Так. в другую куда-то какую-то республику, и у нее не было возможности вернуться домой. Мгм. Поняв это, она предложила им изготавливать ковры на продажу, Мгм. и в этот свой узор вложила смысл. Ее братья где-то на рынке увидели этот ковер, по узору поняли ее местонахождение и вот так вот ее спасли. Вот как. Как говорится, секретный код. Да, Вот. А у меня в руках нитки. это да, нитки Да. для обвязки. А для обвязки. Это вот именно, то есть Да. вот этими нитками делается как окантовка. Мгм. Это уже самый последний этап. Вот теперь меня интересует другой вопрос. Вот, например, вот эту часть, да, тоже, наверное, частично, да, орнамент, то есть Да, это фрагмент. тоже элемент Мгм. орнамента. У меня вопрос, как его сделать? Вот серый фон и тут белый. То есть из чего это делается? Как Сейчас это? я объясню. Мгм. Делаются два полотна. Одно полотно белого цвета, другое серого. Мгм. И на Мгм. обоих полотнах вырезается одинаковый рисунок. Мгм. Вот на сером вырезали и на белом такой же. Потом эти элементы просто переставляются. Обычно такие ковры еще сшивают. Узор Мгм. могут сшивать. Как бы тут сшитый узор, Да. то есть его вставили. А этот просто вырезали и наложили наверх. И уже вот это вот все серое вот так вот иголочками закрепили. Так. Это очень Мгм. долго. Миллион раз надо воткнуть эти иголки, чтобы он прям закрепился хорошо. А сколько по времени занимает вот сделать такой фрагмент небольшой? 2-3 дня, наверное. 2-3 Если прям время есть. Мгм. А если не торопясь? Неделю, наверное. Неделю. Да. А
Так, я тут смотрю, есть что-то... Это тоже как сидушка. Сидушка. Да, это уже не моя работа, это работа мастерицы из ассоциации Истинг. Это тоже просто, либо что? Да, это тоже элемент. Это тоже элемент ингушского орнамента. Ну, тут видно, что нитки. А это получается все вручную, это не машинкой. Да, все полностью вручную. Да, какой шов ровный просто. В общем, ковры делали вручную, без ткацких станков, как это принято. И это удивляет на самом деле. Да. К сожалению, не везде его можно сегодня в Ингушетии увидеть. Только в музее уже практически так и получается, либо в каком-то кафе-ресторане, например, в Арамхи я видел. И где-то, ну вот я говорю, в башне Согласия я видел. И все. Вот то, что меня заинтересовало, это когда был последний раз в башне Согласия, я уже стал приглядываться ко всей этой истории и вот объяснил, что оказывается не все просто так. Орнамент можно еще встретить на ингушских башнях тоже, вот, различные, но это уже немножко другая история. Вот, в принципе, теперь все понятно. Оказывается, мне казалось, намного все сложнее будет, ну, по поводу самого войлока. Теперь я знаю, что он делается из бараньей шерсти. Я думал немножко по-другому. Вот. Есть, Хава, у вас какие-то пожелания подписчикам своей республики, возможно, кто смотрит завершение этого выпуска? Я хочу просто сказать, чтобы не забывали свои традиции, чтобы изучали свою историю и язык, чтобы не забывался. В принципе, все. Про язык это вообще на самом деле отдельная тема, потому что действительно ингушский язык потихонечку забывается, и молодежь больше говорит на русском, чем на ингушском. А я считаю, что нужно его помнить, знать. Русский нужен для чего? Чтобы найти работу, да? Потому что живем в России, а ингушский нужен для того, чтобы не забыть о своих корнях, да, и о своей принадлежности. Потому что забывая язык, забывая культуру, традиции, забывается и корни, и свое начало. Поэтому Хава правильно все сказала, я ее поддерживаю. Ну а если вам понравился этот выпуск, то поставь ему лайк, подписывайтесь на мой канал. И самое главное, не ищите 1000 причин не путешествовать, а ищите миллион причин, чтобы поехать и полететь, потому что любое путешествие расширяет ваш кругозор. Если бы я не приехал в Республику Ингушетия, которая находится на Северном Кавказе, я бы не узнал про ингушские ковры из войлока, про историю ингушского орнамента и вообще не знал бы ничего про Ингушетию. Вот что самое страшное было. Напоминаю, что Республика Ингушетия – это Россия, и она находится уже больше 250 лет в составе России. Здесь очень красиво, душевно, гостеприимно, вкусно. И я сюда готов возвращаться бесконечное количество раз. С вами не прощаюсь, меня зовут Артем, увидимся в следующем выпуске.